В Якутии очень длинная зима и короткое лето, и мы, конечно же, ловим каждый летний день и стараемся его наполнить интересными событиями. Вот эту поездку мы планировали около месяца, и перед тем, как отправиться в это 10-дневное путешествие на горную реку Лямпушка, провели большую подготовительную работу. Первым делом нам нужно было подготовить лодку, которую я с прошлого года еще не спускал на воду, обслужить редуктор, сделать дополнительные усиления транса. Лодка Solar 470 «Стрела» рассчитана на мотор в 50 сил, но, соответственно, годы, конечно, берут свое. Начинается уже 4-й сезон для моего комплекта, и мы пришли к единому мнению, что усиливать транец нужно обязательно. Вторым пунктом дополнительных работ стало удлинение тоннеля лодки. Для тех, кто особо не в курсе, ПВХ-лодки для мелководья имеют плоское дно и водный туннель. Это такое продольное углубление в дне лодки, благодаря которому вода при движении под напором попадает в водозаборник водометной насадки, и вы можете передвигаться по мелководью, по горным речкам, преодолевать перекаты и пороги без особого риска задеть мотор. Суть проблемы заключается в том, что у меня установлен выносной регулируемый транец, который позволяет при смене винта на водомет поднять мотор без его снятия с лодки. Что, конечно, очень сильно экономит время, но минусом является то, что водозаборник водомета находится на приличном расстоянии от тоннеля, что доставляет проблемы при крутых поворотах. Поток воды просто летит мимо, и водомет начинает захватывать воздух, вследствие чего падает скорость, и лодка даже может практически полностью остановиться. Вклейку тоннеля я доверил Андрею Воднику, у которого большой опыт в таких делах, и в течение одного вечера тоннель был готов. Третий пункт, может, недостаточно важный, но очень приятный – это комфорт. Нам предстояло по воде пройти больше 1000 километров, но двигаться на стандартной скамейке уже не особо хотелось. Поэтому было решено установить мягкое поворотное кресло. Забегая вперед, скажу, что под конец поездки мы его вообще убрали, и ехать пришлось сидя на бензобаке. В общем, этот пункт требует окончательной доработки, но наличие в команде опытного водометчика Евгения Морозова открыло мне глаза на посадку в лодке. Я привык сидеть прямо по ходу движения и управлять румпелем, держа его за спиной. По словам Евгения, это неправильно, и в случае горных рек, когда нужно быть всегда начеку и в любой момент быстро уметь реагировать, соответственно, также удержаться в лодке и устойчиво в ней сидеть, управлять удобнее, сидя боком. В этом случае усилие на румпель передается более эффективно. А как на порогах будешь прыгать? Вот так. О, видишь как? Уже в роль входит, ребята. Или наоборот, Ну, в целом, на практике так оно и оказалось. 4-й пункт – импеллер и обечайка. Ну что, друзья, у нас идет подготовительный процесс. Лодку перевезли с воды в гараж к Жене. И сейчас, как видите, вот здесь вот эти ребра жесткости, некоторые помятые, то есть сюда уже будут залетать более большие камни. Это плохо, поэтому сейчас будем выправлять. Познакомьтесь, это Александр Ермолаев. Тот самый. Так, давай вторую тогда сначала. Давай. Потом их разом чуть подлиннее возьмем. Чуть неудобно мне сегодня. Все. Чу. Улетело. Все, потихоньку смотри, по одной вытаскиваем. Угу. Неровная. Короче, пока ребята там вбивают, мы пойдем сюда посмотрим, что же здесь. А тут у нас очень много косяков. На самом деле это очень плохо. Угу. Вот это плохо. Вот это вот очень плохо. А вот это? И это тоже плохо. Фиксируем. Кривая. Угу. Тут чуть-чуть.
Сталь-то, кстати, это какая-то прям, по-моему, прочная какая-то. Очень прочная. Но не так просто ее выгнуть. Лучше здесь, чем на камнях, да? Угу. Просто там-то где ты наковальню найдешь? С собой? С собой. Ну, почти. Кстати, 2 сезона отъездила. Так, ну что, до и после. Все ровненько. Палец не пролазит, значит нормально. Обращайтесь. Быстро, недорого, качественно. Все. Рихтовочная работа закончена. Следующая у нас проблема с этим, да? Слушай, ну ячейку, может быть, все-таки есть смысл? Поменять, да? Да. Зазоров. Вот прям ровно. Так, это стальной импеллер. Родной. Реставрация. Реставрация, она будет запасным. Достаточно сильный износ этой части водомета перенес их в разряд запчастей, а новый стальной импеллер и обечайка были установлены. Были взяты дополнительные запчасти, в том числе и запасной винт, так как в тех краях на реке Лена мели и косы не песчаные, а каменные. Пятый пункт — связь. В наличии у нашей группы было 2 спутниковых телефона, но на будущее я все же решил взять себе спутниковую связь, и мой выбор упал, как ни странно, на навигатор Garmin с функцией InReach. Принцип его работы прост. Технология InReach позволяет отправлять сообщения через спутниковую сеть Iridium и держать родных в курсе, где ты находишься. В самый минимальный тариф входит безлимитная отправка заготовленных сообщений и 10 сообщений свободного порядка, плюс кнопка SOS, которая скрыта под колпачком, и как она работает, я, конечно, не проверял, но по описанию сигнал поступает диспетчеру, а также сообщения с местоположением поступают в виде смс на 2 номера телефона, установленных вами заранее. Итого, для связи у нас был навигатор Garmin 750i, спутниковый телефон сети Iridium и телефон Telit 600 сети Global Star. Кстати, по цене обслуживания я бы выбрал второй, так как там поминутная тарификация и составляет чуть более 50 рублей за минуту без всякой абонентской платы. Получив все необходимые разрешения, подготовив обе лодки, поставив их на прицепы и загрузив все вещи, мы направились в путь. На автомобилях доехали до поселка Тюбяцы Намского улуса и там спустили лодки на воду. Сейчас мы уже прибыли в Тюбяцы для того, чтобы спустить лодки и продолжить уже наш путь по воде. Так, ну что, время использовать термоцел. Очень много слышал про него. Интересное устройство. Прям комары кусают. Вот их здесь очень много летает. Устанавливаем пластину таким образом. Далее устанавливаем, скорее всего, картридж. Я еще не читал. Нет времени читать инструкции, потому что комары одолевают. Так, бутановый картридж. Так, ну что, все заряжено. Запускаем газ, включаем. Непонятно, горит он или нет. В общем, посмотрим результат. Ну, ты там стоишь, она здесь работает. Я ее только положил. На тебе, на спине прям. Не, ну они прям сейчас летали, кусали. В общем, не знаю, но это первый тест. Пока вроде как будто подутихло немножко. Комары немножко летают, но сейчас прям летало много. Что, посмотрим? Ну что,
Мы готовы двигаться. Долгий путь. Водная часть маршрута. Да, сколько у нас километров? Порядка. До Сангар 170, 160, где-то так. И от Сангар до Лямпушки еще 150. Около 300 километров по воде. 300 с лишним. 300 с лишним. Ну что, поехали? Итак, началось наше небольшое, а может быть большое, путешествие. На винтах нам предстояло пройти 300 километров до устья Лямпушки. Уже в начале нашего пути я открыл для себя интересный факт. Во время остановок на реке на нас, откуда ни возьмись, налетали оводы. Казалось бы, газанул, поехал вперед, и они отстали. Но не тут-то было. Эти, достаточно неприятные и назойливые насекомые, оказывается, могут лететь за вами со скоростью 40 км в час, преследуя лодку и периодически кусая. Мы шли весь световой день с небольшой остановкой в поселке Сангарах. Ну что, друзья, сейчас 2 часа дня. Мы потихоньку добрались до поселка Сангара. Здесь у нас небольшая дозаправка. В принципе, топлива нам должно хватить на всю поездку. Есть еще запас на реке, на устье. Вот, ну, сейчас пришла в голову мысль покушать в столовой, потому что далее у нас будет уже такая походная кухня. Так, это кафе тоже не работает. В Сангарах мы зашли в гости к Владимиру Лаптеву. Он кадровый охотник. Вся его жизнь напрямую связана с лесом и природой. Владимир очень общительный, открытый и интересный человек. У него в арсенале огромное количество интересных историй, связанных с родным краем. Помимо всего прочего, Владимир делает технику своими руками. Он сделал для нас небольшую экскурсию и показал свои гусеничные плавающие вездеходы и трицикл. Ну здесь я что здесь? Белорусский дизель поставил. Коробка зиловская. Ага. Мост, там стоит мост. Я его перевернул. Ты, получается, сами сделали? Да, мост перевернул, потому что если ты оставишь с этой зиловской коробкой, мост, у меня получилось 5 скоростей назад, одна вперед. Когда я мост потроха все перевернул, у меня получилось, говорится, как положено. 5 вперед, одна назад. Ага. Выжимной подшипник здесь Красовский. Ставил зиловский, он рассыпается, потом поставил Красовский. Сколько километров на нем прошли? О, вот на этом-то я, наверное, не знаю, до Москвы и туда, наверное, несколько раз ездил, если общей сложности. Ага. А вот этот, говорится, сравнительно, у меня еще, говорит, вот года 2 или 3 назад его вот так. Вот это далеко я на нем не ездил. А этот у меня уже все. Раз уже металл уже устал, лопается. А он уже родной двигатель стоит, у него этот 66-го. Он 200 килограмм весит. А этот 670 килограмм весит. Дизель тяжелее. А особенно он вот этот не любит металл на скручивание. Бывает же канавы пересекаешь какую-то, вот такая вот, ага. И он вот так вот из этого металл начал ломаться везде. Вот так плывет, вот. Этот плавает. Вот. Единственное, что вот эти дырки, вот опасно когда. Ага. А этот я не плыву, но он должен поплыть, потому что этот дизель я еще назад маленький сместил. У него жопа легкая, а ну, все впереди же, мост, коробка, все же впереди, он как бы этот. А этого я дизель постарался назад этот сделать. Примерно сбалансировать. Чтобы он, говорит, хотя бы, чтобы вот так плыл. Вот. Но он сам по себе, когда плывет, здесь специально щитки идут. Щитки должны идти. Когда он воду гребет, он эту воду захватывает, а эту, получается, сам себя он держит. А если отбойник стоит, он воду не пускает вперед. И он как бы идет вперед, толкается. Да, лучше вперед идет. Ну, скорость примерно, говорится, где-то, если не спеша на весла гребстись, вот такая примерно скорость по стоячей воде. Поэтому я ставил мотор, лодочный мотор сзади ставишь. Заводишь мотор, пальцы так вот, да, можно делать. Да. На месте разворачиваешься, что хочешь, блядь. И прямо к берегу подъезжаешь, сразу раз это. Ты смотри, как у Мургунова такая шапка такая была. Нормально.
Ну все, вроде вошел. Не, ну тебе идет нормально. Ему говорят, Тебе вообще хорошо идет. У меня под лицом все к лицу. ты ж кепку забыл, хотел, с кепку хотел. Вместо кепки. Ни одна кафешка не работает в Сангарах, поэтому дядя Вова нас пригласил к себе домой. Вот, посмотрите, это байдарки советского образца, современный СССР. Он получается вообще как это, да, изобретатель. Он сам все вездеходы сам себе придумал, делает. да, он. Но, я же говорю, он никому не хвастается. Это вот такой человек. Он никогда никому. Все сам для себя. Все собирает, делает. Я говорю, человек-легенда. Помнишь этот фильм с Леонардо Ди Каприо? Фильм «Выживший». Но. Вот это вот он. с Понимаешь, то есть медведем это сталкивался. действительно это правда. И все местные знают об этом, что медведь его по-настоящему рвал. Вот, поэтому, как в фильме «Выживший». Поэтому, когда говоришь, дядя Вова, Лаптев, они такие, о, да. Сразу, то есть уже вопрос сразу отсекается. Ну и плюс он еще работал здесь инспектором. Очень грозным, справедливым, то есть. Тут, оказывается, еще спрятано одно изобретение. Ого. Ну скидывай. Здесь ты ничего не видишь, вот тут под вещи можно человека посадить. Я здесь человека вез, возил тут. Короче, две коробки. Две коробки? Две коробки. Ага. Одна коробка, говорится, как понижающая идет. Это вот открывается. Вот она, вторая коробка. Одна коробка вот она стоит, его родная, где ты включаешь. Вторая вот она стоит. И от него это Москвичевский мост. Ничего себе. Все. Урал, да? Да. Он плавает. Единственное, что, говорится, пусть он плавает, да, он прямо вот так вот плывет, вот. Когда на нем сидишь. Ну как? Сколько километров? Да, вот этот был, он никогда у меня не работал, но из-за фары это стоит только. Так что, говорится, тут. Вот эта стенка от Крыма, от лодки, видишь, да? Это вот это от Немана. Это от шторок, это от Днепра. И каждая деталь практически вся такая. И у вездеходе у меня тоже так же стоит. Приборы некоторые стоят, от вертолета стоят, от лодочного мотора некоторые приборы стоят, детали. На вездеходе вроде бы железяк. колеса ты как придумал? Ты где-то их вычитал или что-то такое? Да нет, почему? Как, где их вычитал? Где бы я их вычитал-то? Это получается две камеры, одна в одной, да? Да, это как бы одежда получается, предохраняющая вот это. Вот. Ну здесь сверху еще надо вот, здесь сверху вот такая лента вот. Ну. Сверху ленту делаешь. Иначе зацепа нету. Ну с этой лентой что плохо. Вот эта лента, когда по холоду видишь, она обмерзает. И вот такой балдой делается вообще. Утяжеляется конкретно и прыгает. Это когда по холоду. По холоду вот так вот одной, когда накачиваешь, это все натягивается же. Ну, большой диаметр получается, вот такого колеса получается. То есть ты когда его раздуваешь, он вообще здоровый, да? Вообще здоровый, вот такого получается. Вот. И оно мягкого, кажется, как это, давление, Низкого давления. Да. Ага, и она, говорится, зацепа хватает. А ну а по теплу, конечно, когда стропой, вот эту стропу вот так вот делаешь, конечно, это по теплу. А так она обмерзает. Мне-то он нужен, говорится, именно по холоду, говорится. Вот, камера не теряется, ничего? Нет, камеры хоть, бля. Тот раз я старика с одного поскалицы вез одного, там мужики под УАЗик прорубили дорогу, под УАЗики. Тальники, они вот так вот. Ну, это меня там старик говорит, ты, говорит, мне говорит, забери, говорит, я там, в больницу его надо было привезти с Сангары. А тут уже ледоход, говорится, вот-вот пойдет. Получается, как эвакуатор сработал. А я поехал, ага, за этим стариком, говорится, ага. И прямо по этим, говорит, старику-то этому. Ну, лет под 70, под 80 где-то. Вот я сюда его посадил. То есть пешком бы он не добрался? Не добрался бы. Ну, 30 километров, говорится. Капец. Откуда, ага. Я вот этот ящик посадил, он, говорится, такой счастливый, говорится. Ты, короче, как спасатель Малибу. Так я удивился, я тоже думал, сейчас проткну, но вот по этим вот иголкам-то. По этим тальникам. Тальники, говорится, когда рубишь, то они же остро делаются. И он ни одного, говорится, этого, никакого этого. Нормально, говорит, проехался. Ничего не сломал, ничего не порвал. Я тоже думал. Вот именно когда низкое давление, они, говорится, очень сложно подпустить к колесу. Ребят, ну вот, короче, дядя Вова Лаптев,
Фамилия знаменитая, как море Лаптевы. Когда познакомились, да, его, я всегда, ну, то есть я удивился в том, что человек все сам своими руками собирает. То есть нет у него ничего такого. И какую бы деталь, то есть он сам это все выдумывает и придумывает. Ну, у человека голова светлая. Ну ладно. Пойдем. Пойдем чай пить. Ох ты, блин, смотри, еще это, да? Этот, фартук. Заводной Урал. 65-го года? Да. Так у меня машина 69-го, тоже 65-го года. Вот который бензин, тоже 65-го. Там на берегу, который был. Да. Ну что, друзья, сейчас мы дозаправим баки. Очень хорошо, вкусно покушали, пообщались с интересным человеком. И далее нас ждет 150 километров до устья реки Лямпушка. Погода, на удивление, была хорошая, на реке был абсолютный штиль, лодки шли ровно и спокойно. Обороты двигателей мы держали в интервале чуть выше среднего. Это позволяло держать комфортную скорость, а также сказалось на расходе топлива. Можно сказать, что на этом этапе пути мы потратили его меньше, чем планировалось. По графику мы прибыли на базу отдыха на устье Лямпушки. Сейчас мы уже находимся на стоянке устья реки Лямпушка. Здесь находится база отдыха, где мы остановились. Завтра нас ждет очень интересная, увлекательная поездка на эту красивую реку. Я там не был ни разу, как, впрочем, и все, кто в нашей команде.